Около 200 российских семей, которые приобрели путевки в пансионаты Абхазии через интернет, пострадали от действий мошенников. Путевки оказались фальшивыми. Эта информация появилась в российских СМИ. По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела. Обманутые люди обратились с петицией в правоохранительные органы России об объединении всех уголовных дел в одно. Но в этом очень неприятном для нашей страны прецеденте есть одна положительная сторона. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно. Мы во вторник провели уже совещание. Мы уже в понедельник общались с министерством. В Абхазском союзе туризма мы провели экстренное совещание. Были приняты кое-какие уже действия. Вот первое, что, конечно, необходимо было, это успокоить туристов, насколько мы могли это сделать. То есть достучаться до них, потому что отзывы у них были совершенно разные. Люди не все адекватно понимают, что их обманули не в Абхазии, обманули на территории Российской Федерации. Деньги были перечислены на территории Российской Федерации, Абхазия здесь ни при чем. В первые же дни поступили предложения от ательеров, от туристических компаний, а именно вот от Апсуатур сразу поступило предложение разместить одну семью бесплатно. Все, конечно, очень хорошо из членов Союза гильдии ательеров поддержали, очень хорошо отозвались об этой идее. Как отметила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, сайт мошенников сделан профессионально и находится в топе поисковых систем. На ресурсе размещена достоверная информация об отеле и яркие фотографии, демонстрирующие условия проживания и питания. Сайты, которые были размещены в интернете, они очень хорошего уровня были. Делали его профессионалы. Они его делали с чувством, с толком, вот, причем сознанием дела, именно в туристическом бизнесе. Может быть, кто-то там и работал когда-то в туристическом бизнесе. Они знали все тонкости, как принимаются заказы, они предлагали трансфер, кто-то оплачивал им даже трансфер. Людей просто не могли, люди стояли в аэропорту, их никто не встречал. После получения денег на связь с покупателями представители сайта уже не выходят. Большинство жертв такого мошенничества узнают о том, что их обманули уже в Абхазии, когда в отеле им сообщают, что такой путевки нет. Абхазский союз туризма призывает отдыхающих быть внимательными, обращать внимание на банковские реквизиты и не вносить полную стоимость путевки сразу. На сегодняшний момент создан оперативный штаб. Вчера было совещание в министерстве с пансионатами, со всеми, с общественниками. На сегодняшний день утром совещание еще одно состоялось. Создан оперативный штаб по решению данной ситуации, в которую вошли работники, сотрудники министерства, общественники, общественные организации. Вот, даны распоряжения. Завтра будет у нас совещание еще в пансионате курорта Пицунды в административном здании РУПа. Всех приглашаем Гагру, Пицунду, все отели, пансионаты. Будем обсуждать данную проблему. Если появились сомнения, то за дополнительной информацией можно обращаться в Министерство по курортам и туризму республики или же в гильдию ательеров Абхазии.